Аланы, на древнегреческом «аланой», на латинском они известны как алааны, и также халааны. Название Аланы использовалось римлянами и за ними византийцами вплоть до XVI века. Арабы также называли аланов именем Аллан. Ибн Руста, арабоязычный ученый-энциклопедист второй половины IX века, сообщал, что аланы делятся на 4 племени. Как известно, Аланское царство состояло из разных центров. Столица древнего Аланского царства называлась Магас, также известен как Маас, город солнца. Еще в недалеком прошлом ингуши обозначали солнце словом «ма». У древних урартийцев «ма» также имя солнца. Известный ингушский писатель Идрис Базоркин в своем романе «Из тьмы веков» в примечании пишет: «Как говорят старики, прежде солнце называли «ма», а слово «алха» означает «только». Этот возглас «маалха» в древней религии ингушей, обожествлявших солнце, означал «только солнце». Приведем для сравнения один из вариантов этимологии этнонима Алан на основе ингушского языка. Этноним Алан, возможно, происходит от ингушского слова «ала», «ал» или «хал», что означает «бог». В зависимости от контекста, слово «ала» также можно перевести как «правитель». В языческих времен главнейшие божества у ингушей были Гал или Гель, бог солнца и неба, и Даала, верховный бог, бог-отец. При добавлении суффикса принадлежности «н» «ала» преобразуется в «алан». Таким образом, «алан» на ингушском языке может этимологизироваться как «принадлежащий Богу». В своей работе «К истории передвижения яфетических народов с юга на север» в 1916 году Николай Яковлевич Мар решительно утверждал, что за осетинами, собственно иронами, ученые поторопились закрепить название кавказских аланов, и что осетин нельзя отождествлять с аланами, так как алан, как теперь выяснилось, есть одна из форм множественного числа коренного кавказского этнического термина, в основе звучащего «ал» или с сохранением спиранта «халк». Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, издана в Академии Кияда в Будапеште. Книга состоит из сочинения «Книга познания мира» и переведена на английский язык в 1978 году. Автор труда Иоанн де Галанифон Тибус также известен как Иоанн III, 8-й архиепископ Сальтания с 1398 года. Иоанн III – доминиканец, дипломат, путешественник и писатель. Его труд написан в 1404 году, в котором он подытожил опыт своей длительной службы на Востоке. В описании Грузии он пишет: «Протяженность этой страны равна 20-дневному путешествию, и она заселена неплотно. Здесь живут различные народы, такие как грузины, армяне, сарацины и евреи, которые имеют дело с торговлей. На границах в горах живут двали, аланы, осетины и другие. Доминиканцы и францисканцы многих в этой стране обратили в христианство, и они имеют в этом регионе несколько колоний. Большая река Кура, впадающая в Каспийское море, протекает через эту страну». Важно знать, что в оригинале, написанной на латыни, из 3 названных народов, которые обитали в горах, последних называли асами, и подразумеваются не современные ироны осетины, а асы, народ, который в грузинских летописях известен как овсы. Историческая этнография. Традиции и современность. 1983 год. В предании постоянно подчеркивается святость Маго. Перечисленные атрибуты – змея, птичка, звезды, как тонко подметил Вениамин Павлович Кобычев, представляют героя как магоязычника, не христианина или представителя какой-либо другой мировой религии. Причину неоднократных перемещений героя легенда объясняет тем, что Маго искал убежище для молитвы, спокойного места, где мог быть в единении с Богом. В конкретных условиях эпохи бегство аланского мага из расположенного на плоскости города в горы Ингушетии вполне объяснимо в X-XI веках. В Алании происходил интенсивный и далеко не безболезненный процесс христианизации, вынуждавший, естественно, ее противников искать убежище на стороне, в частности в горах Северного Кавказа, где сильны были языческие традиции. Подспудно могла сохраняться верность старым языческим верованиям, характерной чертой которых, как оказывается, был культ солнца. Именно к солнцу были обращены моления, совершавшиеся много веков у стен Магоерда после того, как в начале XIII века прекратилось давление христианства из Грузии и произошел возврат к политеизму.
Празднества совершались здесь дважды в году, летом и зимой, и оба раза в дни солнцестояния. Во время зимних жертвоприношений старшие метали посохи, чтобы напугать зиму и вернуть лето и солнце. Тут уместно напомнить, что именно в мировоззрении Алан комплекс «Небо, солнце, огонь, свет» занимал центральное место. И что Аланы плоскостной зоны бассейна Терека, откуда и пришел Маго, особенно стойко держались исконных верований, нашедших отражение в разнообразных памятниках их культуры. Недаром армянский средневековый автор Фрик характеризовал Алан как почитателей солнца. Вера Ковалевская. Кавказ и Аланы. Москва, 1984 год. Именно для того периода, когда аланы жили на обширных, но уже значительно более редко расположенных поселениях, мы имеем выразительные свидетельства Юлиана Доминиканца, прожившего у северокавказских алан 3 года в начале XIII века. Алания, где жители представляют смесь христиан и язычников. Здесь сколько местечек, столько князей, из которых никто не считает себя подчиненным другому. Здесь постоянная война князя с князем, местечко с местечком. Во время пахания все люди одного местечка, вооруженные, вместе направляются на поле, вместе косят. Среди укрепленных поселений алан исследователи выделяют 2 группы. К первой относятся так называемые каменные городища, расположенные в предгорьях и горных районах поселения с оборонительными стенами из камня. Их в настоящее время картографировано мною около 130. Ко второй, так называемые земляные городища на равнинах, представленные таким же количеством памятников с оборонительными сооружениями, включающими рвы и валы, при возведении которых использовались земляк, глина и сырцовый кирпич. Изучая башенную архитектуру народов Северного Кавказа, кандидат архитектуры Аркадий Федорович Гольдштейн писал о том, что Ингушетия расположена в географическом центре ареала распространения гробниц с пирамидальным покрытием, таким же, как на башнях. Гольдштейн изучал архитектуру Северной Осетии, Ингушетии и Чечни и заметил, что не только в Осетии, но и в Чечне, в территории, прилегающей к Ингушетии, встречается форма боевой башни, которая, по всей видимости, возникла в Ингушетии. Также он сообщает, что имеются свидетельства о работе ингушских мастеров-строителей в Осетии, Северной Грузии и Чечне. Но нет данных о том, чтобы в Ингушетии строили приглашенные извне мастера. Строители башен придумали для защитников родных стен специальные балкончики – машикуль. У них нет пола, но прикрытый каменной стенкой джигит сбрасывает смертоносные снаряды на захватчиков, не опасаясь стрел и пуль. Аналогов таких сооружений в мировой архитектуре просто нет. Евгений Игнатьевич Крупнов, советский археолог, доктор исторических наук и профессор, считал, что башни являются сугубо индивидуальной особенностью Ингушетии. Об этом он писал в труде «Средневековье Ингушетия», издано в Москве в 1971 году. Факты из прошлой истории ингушских обществ можно относить ко времени 600-800 лет назад. В этой связи заслуживает внимания одно старое хивсурское предание, недавно приведенное Харадзе и Рабакидзе. В нем указывается, что в годы царствования Тамары глигвы, то есть ингуши, уже обитали в ингушских селениях Гаппи, Соли, Някыст, Кайрах и другие. Исследователи, занимающиеся изучением истории ингушей, отмечают следы их различных культурных взаимоотношений с другими народами. Доказательствами этих связей являются и памятники материальной культуры, общность или сходство поведения, существующих обычаев, адатов и, в большей степени, словарный материал. Последовательно рассматривая состав этих источников, мы вынуждены признать, что больше всего обнаруживается фактов, свидетельствующих о грузино-ингушских взаимоотношениях. Хивсурские и Тушинские башни с пирамидальными крышами по технике кладки и конструкции весьма близки к ингушским боевым башням. С подобными крышами известны древние молельни в Пшаве.
Хевсуры и Тушины считают, что строительное мастерство, постройка башен к ним было занесено ингушами. Имеющиеся данные позволяют считать жилые башни Гаала ингушскими монументальными памятниками, а время сооружения наиболее архаичных Гаала из сохранившиеся до сих пор определять с XII по XIV века нашей эры. Ингушские боевые башни Воуф являются в подлинном смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства древнего населения края. Ингушские башни для своего времени были подлинным чудом человеческого гения, как для нашего столетия новые шаги человека в небо. Особенно величественны с пирамидально-ступенчатой крышей, соотношением высоты и основания башни резко отличаются от других кавказских башен. Весьма интересно, что антропологическое обследование ингушского народа, проведенное в 30-х годах нашего столетия экспедициями Московского антропологического института под руководством крупного советского антрополога, профессора Виктора Валерьяновича Бунака, еще тогда позволило ему высказать следующее. В отдаленнейшую эпоху Северный Кавказ был заселен потоками народа. Одним, двигавшимся по западной окраине Кавказа, другим по восточной. Оба эти потока родственны с народностями Малой Азии. В центре Кавказа они встретились и образовали собственный своеобразный тип в разных видоизменениях, встречающийся к югу от главного Кавказского хребта, но в известной мере проникший на северные его склоны. Среди ингушей этот собственный кавказский тип сохранился более чем у кого-либо из других северокавказских народов. Позднее другой видный советский антрополог, профессор Георгий Францевич Тибец, признал, что кавказионский антропологический тип – самый кавказский из всех кавказских. Сэр Ричард Филлипс, английский учитель, автор и издатель. Описывая разные народы в труде 1826 года «Географический взгляд на мир, охватывающий нравы, обычаи и стремления каждого народа, основан на лучших авторитетах», пишет следующее. Кисты или ингуши проживают у истоков Терека, самая буйная раса на Кавказе. Считается, что они происходят от алан. Состоят они из 5 племен или диалектов. Следующие отрывки из книги «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. Собрание и пополнение Семеном Броневским». Часть 2. Москва, 1823 год. Кисты сами себя называют попеременно кисты, галга, ингуши, и одно название вместо другого употребляют. Кисты и наипаче ингуши образованием своего лица и языком отличны от прочих кавказских народов, но происхождение и история сего племени покрыты неизвестностью. Паллас, предполагая, что кисты могут быть потомки аланов, основывает свою догадку на следующем сходстве именований. Таврические аланы, по словарю, составленному из путешественных записок Ариана из Кимнуса Хиосского, город Феодосию называли Ардауда, что значит на аланском языке, равно как на кистинском, 7 богов, то есть Вар значит 7, а Дада значит отец или бог. По именам главных их деревень русские называют их зауровцы и джирахи, а вообще кистинцы, не смешивая их с ингушами. Но горские народы одинаким с ингушами именем называют их долгаи. Обратим внимание на название одной из главных деревень ингушей – Заур. Заурков, основанный представителями тейпа Мальсаговых, в 4 верстах от которого в 1784 году была заложена крепость Владикавказ. Мы часто говорим об ингушском селении Заурово или Заур. Забывается, что были и другие населенные пункты, еще ближе расположенные к Владикавказу, в частности, такое селение Тимурково. Оно находилось вообще в 2 верстах того места, где была заложена Владикавказская крепость. Оно так уж пошло в исторической традиции топонимики, что Заурово, оно стало таким вот исходным рубежом, отправной точкой, от которого позднее и в области истории, в области исторической топонимики ведут отсчет практически все историки Владикавказа. Русский историк и член Академии наук Петр Григорьевич Будков в труде «Три древние договора русов с норвежцами и шведами» из 2-й книжки журнала Министерства внутренних дел, Санкт-Петербург, 1837 год, сообщает:
При самом устье Терекского ущелья, в верстах в 6 выше крепости Владикавказской, существует ингушское селение Заур, занимающее такую местность, с которой видны окрестности на дальнее пространство. Селение это в древности имело соименный себе замок, и от него все протяжение пути, ведущего поперек Кавказа с севера на юг, называлось у армян Зура, у византийцев Сур, у арабских писателей Сюариак и Сауль. Птолемей поставил тут сарматский народ Суранны. Газета «Терские ведомости», 1911 год. Сегодня мы празднуем 50-летие города Владикавказа. Раньше, на том месте, где ныне расположен город Владикавказ, существовал ингушский аул Заур. Но в 1784 году, по распоряжению князя Потемкина, на месте, где существовал этот аул, для охранения военно-грузинской дороги, служившей единственным удобным путем для соединения с Закавказьем, была устроена крепость Владикавказ, а в 1785 году, по указу императрицы Екатерины II от 9 мая, в крепости была выстроена первая православная церковь. Как только была устроена эта крепость, часть осетинской народности спустилась с гор и поселилась у стен этой крепости под защитой местных войск. Собственно, Владикавказ, как населенное место этого имени, возник в 1784 году для соединения Кавказской линии с Грузией на берегу Терека около ингушского селения Заур. Отряд русских войск построил крепость, которая была названа Владикавказом и вооружена 12 пушками. Вокруг крепости вскоре поселились спустившиеся с гор осетины. Но через 4 года Владикавказ и другие укрепления, обеспечивавшиеся сообщение с Грузией, были оставлены русскими войсками, и поселившиеся в крепости осетины, теснимые кабардинцами, ушли обратно в свои горы. Кроме красоты вечной, красоты природы, там красота историческая. На этом месте в 1784 году стояла старая ингушская сторожевая башня Галуан, и у подножья ее внизу лежали селения Заур, Тоти и Тимурка. Башенное строительство на Северном Кавказе ученые полагают, зародилось еще в древности, связывая его с остатками мегалитических циклопических жилищ, согласно датировке ингушских исследователей, датируешься от 2 до 1000 лет до нашей эры, найденных на территории древнеингушских селений Таргим, Хамхи, Игикал, Дош-Хакле, Карт и другие. В Средневековье наступает период возрождения башенной культуры Северного Кавказа, феномен которой, как считают исследователи, ярче всего проявился в горах Ингушетии, получившей наименование «странных башен». Этноним Галгай чаще всего связывается с термином «гаала», что означает «башня» или «крепость». Аланская история, алано-китайские связи вызывают все больше интерес китайских историков. Профессор Сюй Вэнькань – признанный специалист по истории и культуре древних народов Центральной Азии. В книге «Династии поздняя Хань» есть упоминание о башнях. Там приводится обзор народов Жэньмань-И, что совпадает с нынешней Тянско-Тибетской областью Абар. Говорится, что в той местности люди проживают, примыкая к горам, и строят жилища из нагроможденных камней. Они называются галуон и имеют высоту более 30 метров. Затем приведено примечание. Местные народы называют их оборонительные сооружения дяо, то есть сторожевые башни. Это и есть тянские сторожевые башни галуоны, которые имеют определенное отношение к аланским постройкам. Есть ли историческая и культурная связь между традиционной архитектурой Центрального Кавказа и тянскими башнями Горного Китая? Может ли быть случайным совпадение названий? Китайская башня называется на тянском языке галуон. По-алански галуан – это замок, состоящий из башни с примыкающими к ней оборонительными и жилыми сооружениями. Изучение этой удивительной близости только начинается. Профессор Ци Фуджен, предварительно сопоставив цянские и кавказские башни, подтвердил совпадение строительной технологии и архитектуры. По его мнению, вряд ли это совпадение на разных концах Земли можно объяснить случайностью. К тому же название башни имеет ясный смысл на цянском языке. Галуон означает «каменное сооружение».
Многие исторические места и памятники Ингушетии остаются неизученными из-за труднодоступности и в связи с различными ограничениями, связанными с пограничной зоной. Значительный вред башенной архитектуре ингушей был нанесен в результате карательных экспедиций царских времен, а также в период депортации ингушского народа. Примером такого рода событий является этническая чистка ингушей в Галгаевской равнине в Западной Ингушетии в первой половине XIX столетия. Записано в «Известие Кавказского отдела Императорского русского географического общества», том 2, 1894 год. 26 августа я отправился из Владикавказа в Сунжинскую станицу, место пребывания пристава 3-го участка Владикавказского округа. Дорога моя шла у подошвы лесистых предгорий к востоку севера, через казачьи хутора на реке Комбелеевки, находящиеся по геодезическому определению 1825 метров над уровнем моря. В Сунжинской станице, имеющей около 2,5 тысячи жителей, и лежащей, как и соседняя Акиюртовская, на верховьях реки Сунжи, примкнул ко мне молодой господин Бушик, прибывший сюда из управляемой его отцом Комбелеевской фермы. Снабженные капитаном Лоханиным проводником и казачьими лошадьми, мы в полдень направились к югу через ущелье реки Комбелеевки на Тарскую станицу. Это военное поселение в 1,5 тысячи душ заняло обширную котловину, орошенную бесчисленными притоками реки Комбелеевки. До покорения края эта лесная трущоба занята была ингушами, выселенными оттуда для обеспечения окрестностей Владикавказа от воровства и грабежей. Множество каменных башен, разбросанных по всей долине, до сих пор свидетельствуют о прежних обитателях этой местности, малопригодной для хлебопашества по причине постоянных дождей. Казаки пашут под Владикавказом и промышляют вывозом леса на Владикавказский базар. С 1832 по 1844 годы барон Федор Федорович Тарнау служил на Кавказе. Он участвовал в походах и сражениях на территории Ингушетии и Чечни, но большую часть времени службы на Кавказе Тарнау провел на северо-западном Кавказе, в Абхазии и в Причерноморской Черкесии. Молодой офицер Тарнау участвует в походе русского войска в Горную Ингушетию под командованием главнокомандующего русскими войсками на Кавказе барона Григория Розина. Подробное описание похода против ингушей в 1832 году было включено Тарнау в свои воспоминания о Кавказе и Грузии, опубликованные в 1869 году. Приводится отрывок из журнала «Русский вестник». В довершение своей измены они убили пристава, поставленного над ними от нашего правительства, и 2 русских священников-миссионеров, и стали спускаться для грабежа на военно-грузинскую дорогу. Такого рода неприязненные поступки требовали примерного наказания. По причине малочисленности и крайней бедности галгаевцев нельзя было считать опасными противниками, и приведение их в покорность должно было обойтись без большого кровопролития. Но места, которые они занимали в самых высоких и крутых горах, считались у горцев совершенно недоступными для русских войск. Упираясь на это убеждение, галгаевцы дерзко отвергали все предложения покориться добровольно и выдать головой разбойников, убивших пристава и священников. Необходимость уничтожить веру горцев в силу их притонов и доказать им примером, что для русского войска нет неприступных мест и непроходимых дорог, была очевидна. Поэтому корпусной командир решился с небольшим отрядом в 3500 человек лично идти для наказания галгаевцев. Хотя по всем показаниям в земле их существовали одни тропинки, не всегда удобно проходимые даже для пешего человека. Далее приводится отрывок, в котором ведется рассказ, как была взорвана башня, в которой засели 2 обороняющихся ингуша. В 2 выстрелах впереди виднелась над самой дорогой высокая 4-угольная башня знакомой нам постройки, потому что мы уже несколько их взорвали на воздух. С пункта, до которого мы дошли, можно было гораздо легче переговариваться с капитаном Богдановичем, шедшим в авангарде со своими саперами. Вольховский обратился к нему через посредство офицера, стоявшего на дороге, шагов 100 перед нами. Что делается у вас? Почему люди стоят? Неприятель засел в башню, мимо которой дорога проходит не далее 20 шагов, и стреляет очень метко. Передовой солдат убит, 2 последующих получили опасные раны. Если отряд станет дефилировать под выстрелами, то у нас без всякого проку перебьют невесть сколько людей. Что можно сделать? Обойти башню, взять штурмом, канонировать?
Ничего подобного делать нельзя, следует отойти на первый раз, потом оцепить башню для того, чтобы не упустить неприятеля и приняться за него не торопясь, если хотя несколько жалеют людей. Богдановича знали офицером опытным, храбрым и отлично понимающим свое дело. Ему можно было поверить на слово. Поэтому весь отряд, кроме головного ереванского батальона, повернули налево кругом и расположили биваком в ближайшей лощине. После того начальник штаба поехал осмотреть башню и посоветоваться с Богдановичем. Она оказалась весьма крепкой постройки, стояла на отдельной гранитной скале и совершенно командовала дорогой при начале спуска в долину. Двери в башню, сплоченные из толстых дубовых досок и заваленные внутри камнем, находились сажени 3 выше почвы. Лестницы к дверям не имелось. Узкие бойницы, пробитые по всем направлениям, позволяли стрелять во все стороны. В башне царствовало молчание, прерываемое лишь редким огнем, по которому, однако, нельзя было заключить, сколько человек в ней заперлось. Осетины после долгого искания нашли способ перебраться через гору в аул, лежавший за башней по крутизне, дозволявший пройти человеку, освобожденному от ноши. Отряд не мог следовать этим путем с лошадьми и вьюками. К тому же вопрос заключался теперь не в том, как миновать башню, а каким способом ее можно взять и наказать горцев, имевших дерзкую мысль загородить нам дорогу. Прежде всего окружили башню, переправив через гору 2 роты ереванцев путем, найденным осетинами. Стрелковую цепь уложили за камнями и в ближайших саклях, проделав бойницы к стороне неприятеля. Из башни, невзирая на дальнее расстояние, стреляли так метко, что солдат не смел показать ни головы, ни руки, ни клочка своей шинели, без страху тотчас быть пронизанным пулей. Потом сделали попытку разбить двери артиллерии, но скоро пришли к убеждению, что против них наши 3-фунтовые гранаты совершенно бессильны. Остался последний и самый верный способ – взорвать башню на воздух, но и тут встретилось сильное затруднение. Скала, на которой стояла башня, не позволяла ни провести минной галереи, ни заложить колодца. Пробивать гранит у нас не доставало инструмента и времени. Чтобы не терять людей без проку, представлялось одно средство – провести блиндированный ход к основанию башни, пробить стену и заложить мину в погребе. Лес, потребный для крытого хода, отыскали в ауле, на веревках перетащили через гору и принялись за работу. На 3-е сутки 5 пудов пороху, заколоченного в крепкий, железом окованный ящик, лежали в погребе, несмотря на все усилия неприятеля остановить работу. Он пробил даже свод погреба и стрелял в сапер, работавших в нем над закладкой мины. Несколько раз предлагали осажденным сдаться, но каждый раз они отвергали наше предложение. Когда все было приготовлено ко взрыву, добрый, человеколюбивый барон Григорий Владимирович еще раз послал сказать галгаевцам, чтобы пожалели себя, и в случае сдачи обещал им жизнь и даже размен. Они согласились наконец выйти из башни, попросив 2 часа сроку на очистку двери от камней, которыми был завален выход. В назначенное время весь штаб съехался к башне. Одна рота стала в ружье для приема пленных. Двери распахнулись, сперва вылетели с полдюжины ружей, потом спустились по веревке 2 оборванные, грязные галгаевцы, которые, скрестив руки на груди и глядя на нас из-под лобья, ждали своей участи. Где же остальные? Отчего они не выходят? Спросили у них через переводчика. Нас только и было. Через 10 минут в нашем виду из-под башни поднялся высокий столб дыма, раздался глухой гул. Масса камней с треском рухнулась на землю, и когда ветер разнес густую пыль, на месте ее оставалась одна груда старых развалин. Подобную оборону можно было встретить у одних галгаевцев, в первый раз видевших в своей земле русские войска и незнакомых еще со всеми способами разрушения, которыми обладает европейское военное искусство. Посреди карабинер шли 2 пленные защитника Цоринской башни, одетые в лохмотья и покрытые дырявыми, поношенными бурками. Их вели солдаты на длинных веревках, с туго за спину связанными руками. Поравнявшись с Григорием Владимировичем, в котором они еще накануне имели случай узнать главного начальника, галгаевцы принялись знаками и голосом о чем-то молить. Жалобные лица их растрогали барона. О чем просят бедняги? Жалуются на холод. Руки связаны так крепко, что они не в состоянии придерживать бурки. Просят, чтобы веревку ослабили. Распустить веревки. Опасно. Пожалуй, убегут. Барон оглянулся, как бы отыскивая глазами нечеловеколюбивого критика своих распоряжений. Бегут из середины батальона? Как? Куда? Чистые пустяки. И повторил приказание.
Пленным ослабили веревкой до такой степени, что им можно было, скрестив руки на груди, закутаться в свои бурки. По окончании операции батальон пошел своей дорогой. Час спустя у ереванцев поднялась сильная суматоха. Офицеры засуетились, горны протрубили налево и прямо вперед, солдаты ощупью стали спускаться под гору, ничего не видя перед собой, кроме густого тумана, в котором глухо звучали клики. Нет, не сюда, иди правей, иди левей, тут круч. Гляди, оборвешься. Долго мы не могли добраться толку, для чего это делается, наконец загадка объяснилась. Галгавец пропал, и вместе с ним исчез карабинер. Проходя над крутым обрывом, он неожиданно бросился с горы и увлек за собой унтер-офицера, неосторожно обвязавшего конец веревки, которую были спутаны его руки, вокруг своего пояса, что и послужило к его гибели. Дело произошло в виду ближайших солдат так быстро, что они не успели помочь своему товарищу. Долго отыскивали без всякого прока несчастного карабинера и сколько не жалели о нем и как не рвались вернуть пленного, а все-таки были принуждены уйти, покинув их на произвол судьбы. Впоследствии мы узнали от лазутчиков, что галгавец, хорошо зная местность, выбрал для бегства удобный пункт, съехал без вреда до известного ему уступа горы. Там окончательно освободился от ослабленной веревки, а солдата, ошеломленного падением, столкнул в пропасть.